наша страна столкнулась с беспрецедентным. Война приносит только смерть. Три года назад, 21 сентября 2022 года, Владимир Путин объявил в стране мобилизацию. Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. По его указу ответственными за ее проведение были назначены главы регионов. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, с 21 сентября. Поручаю главам регионов оказать все необходимое содействие работе военных комиссариатов. Именно они должны были решать, сколько людей отправить на фронт. Среди них глава Якутии Айсен Николаев. Но вместо того, чтобы защитить своих земляков, Николаев встал на сторону Кремля. Он публично поддержал мобилизацию и заявил, что якутяне должны с честью выполнить свой долг. На деле это означало одно – массовую отправку людей на войну. Итак, государственный указ дал старт. И в республике, от столицы до самых отдаленных северных поселков, власть и военкоматы начали действовать в режиме экстренного набора. Автобусы и вертолеты с военными комиссиями поехали по деревням за мужчинами. Для многих это был момент, когда война перестала быть новостью на экране. Она неожиданно вошла в жизнь многих якутян. Процесс выглядел жестко и поспешно. Повестки вручали и в рабочее, и в ночное время. Сборы объявлялись срочно. Людей подвозили к пунктам сбора в автобусах, а из сел приходили истории о том, как мужей, отцов и сыновей забирали, не дав времени собрать вещи или попрощаться. В некоторых селах на войну были отправлено до 30% всех мужчин. Люди, оболваненные пропагандой и лживыми речами Николаева, послушно отправлялись на войну. Который сегодня мы отправляем на военную службу. Были и те, кто понимал всю преступность войны, которую развязал Путин. Тогда же в Якутске, на площади Орджоникидзе, 500 женщин вышли на стихийный митинг против мобилизации. Они скандировали лозунги «Нет войне» и «Дайте нашим детям жить». Исполняли традиционный якутский танец Осуохай. Полиция разогнала акцию, задержав около 30 участниц, которые позже были оштрафованы за участие в несанкционированном митинге. Этот протест стал символом борьбы за права и жизни близких, особенно в условиях, когда многие семьи теряли кормильцев. Николаев не единственный преступник в геноциде народа Сахаа. Ответственность он разделил с другими высокопоставленными чиновниками. В соцсетях появились и видеозаписи закрытых совещаний. На одном из таких зампред правительства Ольга Балабкина обсуждает планы набора и мобилизационной работы по республике. Этот факт публичного обращения руководителя к вопросам вербовки в регионах подтвержден в публикациях и в соцсетях. У нас наступает новый месяц, ноябрь. На него так же, как и всегда, остается квота. Квота, которая составляет 434 человека. Кроме Алдана, Нерюнгри, Ленска, непосредственно и Мирного с Алёпинском, которые пойдут по отдельному этому самому поставить. Минимум 500 человек ежемесячно планово должно было отправиться на убой. Человеческая жизнь превратилась даже не в статистическую единицу. Она стала предметом торговли, подобно куску мяса в лавке продавца.
Согласитесь, это страшная кровавая цена за кресло Илдархана. Тысячи мужчин из Якутии были мобилизованы и отправлены в Украину. Многие из них никогда не держали оружие в руках. Многие – многодетные отцы. В деревнях и улусах началась волна похорон. Каждый день в Якутии хоронили сыновей, мужей, отцов. Точное число мобилизованных из нашей республики до сих пор неизвестно. По оценкам аналитиков и по данным волонтеров, оно невелико относительно всей России. Примерно 1,9% от населения региона. О количестве погибших официальной информации также нет. Но по неофициальным данным телеграм-каналов, публиковавших списки по улусам, на август 2025 года погибших и пропавших без вести 2138 человек. Для Якутии с населением менее миллиона человек это очень много. Даже если сравнивать с крупными регионами России, такая доля потерь выглядит непропорционально высокой. Для республики с уязвимой демографией каждая сотня утраченных – это не абстрактная цифра, а конкретные семьи и даже целые деревни, которые могут уже никогда не восстановиться. Ответственность за эти смерти лежит не только на Кремле. Айсен Николаев был обязан защищать своих людей. Но он выбрал карьеру и лояльность Москве, и якутяне заплатили за это своими жизнями. Николаев не просто молчал, он активно рапортовал Путину об успешном выполнении мобилизационных мероприятий, вместо того, чтобы заявить о том, что республика несет катастрофические потери. Все это ради кресла губернатора, ради того, чтобы продолжать наживаться на продаваемых республиканских ресурсах. В якутской мифологии есть понятие абасы – злых духов, живущих в Нижнем мире. Они питаются болью и смертью, разрушают гармонию, приносят болезни и несчастье. Их главное предназначение – губить людей, нарушать порядок, уничтожать будущее. Сегодня, когда тысячи якутян оказались втянуты в чужую войну, образ абасы звучит как никогда современно. Ведь и у нас есть свои чудовища из Нижнего мира, те, кто вместо защиты народа приводит в наши дома горе и смерть. Айсен Николаев, обязанный беречь своих земляков, стал именно таким абасы, проводником тьмы. Он встал на сторону зла и пьет нашу кровь, рушит судьбы семей Саха, ломает человеческие жизни, опустошает дома. Как в Аланхо герои сражаются с абасы ради будущего народа, так и сегодня нам нужны свои герои, богатыри и богатырки из племени Аи, те, кто встанет против лжи и предательства, против смерти и уничтожения нации. Только так мы сможем защитить жизнь и будущее народа. Все в наших руках.